лови, давай. Ртом. Надо куда-нибудь ее складывать. А куда ее, Семен, На складывать? доске пускай. Надо было в Лови. пакет. Сейчас Пакет. сорвется так. Надо было в пакет стругать. Давай в пакет какой-нибудь. Оп, сюда сразу. Специально для бусти. Вот в жирную сторону сейчас. Семен, подожди, сейчас я буду туда закидывать. Не отошло совсем. А ты один пока постругай, этот пусть немножко отойдет, да? Ну. И потом тебе получше будет. Вот пошло. Учитесь, как мы Семену струганину делаем. Когда вы еще такой мастер-класс посмотрите? Да, Семен? Конечно. Мы же вместе делаем, правильно? Ты режешь, а я складываю. Совместный труд в нашу пользу облагораживает. Ну все, давай вот это сейчас. Отойди, это пусть отойдет чуть-чуть. А, давай. Надо теперь приготовить к нему этот приправу. А какую приправу? Соль, перец. Подожди, а соль ты сюда ставил, Семен? Да, там надо. Нет, это одноразовый, да? Сразу там же. Давайте что-то выпьем Одноразовый тарелку, вкусное. соль и перец Да. перемешаем. Что может быть вкуснее бурпаха? На перец, вот перец. Чуть-чуть. Хватит, по-моему. И соль давай. Слава, перец молотый еще завтра. Короче, список надо сделать. Мы утром с Володькой с дровами съездим, потом я сразу поеду. Джички будем. А джига есть у нас банка? А ну вот давай. Слава, а у нас же от джига есть еще Да, банка? подаем. Ну вот, друзья, есть у нас Володя Рыбкин 39 канал на ютубе. А также я рекомендую канал Юрия Хохлова. Ссылка будет в описании под роликом. Переходите, смотрите. Уважаемые рыболовы, рад рекомендовать вам рыболовный YouTube-канал Юрия Хохлова. Вы наверняка видели его по ТВ на всех рыболовных каналах, таких как «Охота и рыбалка», «Рыболов», «Охотник и рыболов», телеканал «Дикий». А теперь погрузиться в увлекательный мир рыбалки можно вместе с его YouTube-каналом. Вас ждут незабываемые впечатления от рыболовных приключений по всей стране, как летом, так и зимой. Вместе с Юрием Хохловым вы побываете в самых завораживающих местах нашей страны. Рыбалка в горных и таежных реках, на морском побережье, озерах, водохранилищах, больших реках и малых речушках и даже за полярным кругом. Уважаемые рыбаки, вы увидите качественный рыболовный контент со всеми секретами успешной рыбалки, множеством розыгрышей и подарков для подписчиков канала Юрия Хохлова. Кстати, сейчас на канале у Юрия проводится розыгрыш крутых рыболовных призов. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. Подписывайтесь. Давайте наслаждаться рыбалкой вместе. А, джига-то соленая. Сильно? Да. Ну не сильно, но... Ее отдельно. Не, ее отдельно от джига. Все, налетай. Да. Ну что, ребят, налетайте, пока рыбка есть. съедим. Потом вторую съедим сразу. Хлеб, вот, Да, все. ты индигирку делаешь? Делаем, да. Блин, столько сигов, Ну, друзья, индигирку салат. Семен Вот что надо построгал есть. строганинки, которую поймал. Да? Ну, Оленинку. друзья, Семен построгал строганинки, которую, из сига, которую поймал Слава. Вот так. Уже не первого он ловит, а нам пока сигов не везет. Так что, ладненько, сейчас будем снимать пробы. Ну, это уже проба не впервой, поэтому это вкусно. Ну как вам сик? Жирный, да? Жиры.
Первый раз пробую. Да. Давайте-ка ждем отзывы. Хорошо. Ребята из Шишкин дома, как? Сик? Ой. Кушайте, кушайте. Приятного аппетита. Володь, ну как? Вкуснятина. Ну и самое главное, что же скажет мне мой друг Игорь? Красиво в Якутии жить не запретишь. Жить хорошо, а в Жиганке жить еще лучше. Это контент. Ну как, ты доволен? Нет? Ну, конечно. Ничего бы я недоволен. Я как живу, как в раю. Саджика я еще не пробовал. Вот это красота. Успокоился? Все, поел этот как Да. его? Вот строганинка, пожалуйста, еще- друзья. Семен индигирочку сделать. Да. И вообще он будет с ним лучший кореша. Ну вот, дорогие друзья, всем приятного аппетита. Кто сейчас полез в холодильник за Сигом. селедкой или за сигом. Вот. А, такую рыбку в палаточке не поймаешь. Такую рыбку в холодильнике не поймаешь. Да. Да. Такая рыбка большим трудом А мы достается. продолжаем. Так, Денис с утра прямо. Вот утром проснулись, позавтракали. Да, ну, не. А, застрял, там же этот, у него лунка-то. Все, небольшой, классно, поздравляю. Первый зато, да. Ну как сказать, небольшой. Это большой, средний, да. Это большой, как сказал бы Рыбкин. Настоящий, который. Ромка, привет. Это большой. Да, еще б чуть-чуть и все, удочки не было бы. Вот, проснулись. Игорь нам тут гречку подогрел с мясом. Я сейчас прогреваю снегоход, еду за дровами, потом надо будет съездить в поселок. Ребята останутся порыбачить сами. Ну, думаю, что приеду, посмотрим, что поймать. Кстати, увезу рыбу, которую ребята надубасили в наше глухозимье. Операция прошла успешно. Вот и щука вам на уху. Хорошая щука, не надо отогревать, разогревать. Давай сфотою тебя вот так с щукой. Раз, два, три. Я. Ну вот, второй день в нашей палаточке, вечер. Я приехал с поселка. О, Денис сразу тащит на камеру прямо. Красавчик. Сегодня весь день вот так дубасит. Володя аж завидует ему, да? Конечно, нас вообще там не клюют. Володя Уже вообще не палатку клюет. Ну, перегрузили, Володя, если что. я слышал, что Байная не задобрил. Надо задабривать, да. А ребята-то в первый день вообще хорошо задобрили. Вот. А во второй день, да? Ага. Во второй день Они задобрили. первые ловили хорошо. Вот. Ну, они во второй день задобрили, еще лучше стали ловить. По 2 мешка, да? Да. Игорь, ну как мясо? Какой сорт? Мясо какой? Высший сорт. Высший. Понял. Свежий, да? А? Свежий? Да. Да, Сейчас. свежий. Нет, то-то подтаяло. Вот это ребрышки сейчас немножко еще придут. Надо. Мясо красное, да, хоть? Ну да. Не белое. У нас таблеточное, его даже мясом нельзя назвать. Там не серый, я не знаю, не серо-зеленый цвет. Ну, химией кормят. Ясно. Курица через 2 дня в 3 килограмма. Ну покажи, как у мяса цвет какого должен быть. Ну вот он. Натуральный. Красный, да?
Ну, вот Ну, вот у такой. нас кабана тоже такой темно-красный. Ну, это дичь. Дичь, да. Ну. Лосятина тоже вот такого же цвета. Косуля. Да любая дичь вкусная. Когда Ну, вкусно, тогда. Да, вкусная. У нас бобра едят, ловят. Я вот ни разу не пробовал, а вот ловят бобров едят. Говорят, тоже вкусный. Бобровая струя очень полезная. У нас андатров едят. Не, у нас раньше разводили, когда вот были модные эти андатровые шапки, у нас разводили, продавали, шапки шили, там шубы андаторов. Ну, это были 70-80-е годы. Лисьи шапки очень модные были. Мы в лесу ходили по месяцу, чтобы добыть. А сейчас на каждом поле по 200 штук этих лис сидит. 200 штук. А лису ел? Нет, это что? Бешенства много. У нас по весне мы даже сами ездили, раскидывали. Бешеных лис много. Ну, никто не стреляет ее, их очень много. Ну, вот когда на охоту выезжаем на поле ночью, заходишь, там 7-8 бегает, там. На каждом поле нет такого поля, чтобы лисы не было. Ну, в смысле, шкура не нужна, что ли, Да не никому? нужна, она уже не ценится, лисе. И уже... Прикрой, прикрой. Это раньше лисьи шапки модные были, лисы не найдешь. А сейчас у нас лисы тьма. Потом что еще много? Куницы много, ну типа как у вас соболь. Она крупная такая куница. У нас раньше занимались, этих ловили, по 400, по 500 капканов стали кротов. Вот это. Ого, а зачем кротиков? Сдавали шкурки в охотхозяйство, принимали за деньги. А сейчас тоже никому это не надо. Да, шапку бы из крота сейчас. Да там Я не слышал шапку. Я не знаю, что там с них шили, но я знаю, Носки, что носки, наверное. по много скорее очень кротов ловили и самое. Его можно прям целиком напяливать, как носок получится. Может, урожаю приводить? А? Они там народу истребляли их? Да нет. Не, Так я ну- знаю. У меня охотники, мы охотились, когда еще до армии ездил. Многие очень ловили этих кротов. Че себе? У нас отработка была раньше, заставляли, чтобы эту самую отработку просеки прорубали, потом этих много ворон отстреливали, лапки приносишь определенное количество от ворон, сдаешь, и тебе отработку ставят в охотхозяйстве. Ну это численно, регулирование численности. Да. Потом также этих много очень отстреливали, ходили, бродячих собак по лесу. У нас сейчас свора ходит, они и звери жрут, и все. Они ни клещих, ничего не берет, они не дохнут ни от чего. Да, у нас Толком тоже надо ходит. отстреливать, надо собак Вот мы отстреливать. ходили, бродячих. отстреливали бродячих Они собак. сейчас жрут, вон в прошлом Может, году бабу сожрали. блин. трудодни зачет ставили. Женщину сожрали в прошлом году. В охот билет записывали. Жиганский? Не, в Якутске. Да в Жиганске тоже их там свора целые собак этих. Пона разводили, блин. О, Денис таскает и таскает. А, две мормышки. Покажи-ка. Так, мормышечки, это у меня, которые взял, да? Вот сверху, вот этот нижний был. Фосфор. Вот это, да? Которая... Ой, фосфор. Он сейчас на мою поймал, да? На Изюмовский уловит. А Игорянь между делом нам тут мясо рубит. Рубит мясо. На, Игорянь, возьми хороший нож большой якутский. Вот он кость прорубит. Ну, не поперек, конечно, повдоль. Да нет, я вот здесь обрезал. На. Только руку не обрежь, главное. Вот он это. Ты, главное, руку не обрежь. Кость кармаю, да, Слав, хороший? А, ломай его прям. Руками прям ломай. Это кальмар хороший, Слав, да? Неочищенный кальмар. Да, есть вон кальмара, вон ему можно дать там открытого. Да кальмара полно. Сейчас я кусочек возьму сразу, чтобы он там побежал, чтобы рубать его. Рубать. Было, что не бегать за маленьким кусочком. Ой, Игорь мясо режет. Мясо. Или мятинку режет. Глубина Вкуснота. 10 сантиметров. Деликатес. Ох ты, сейчас будет вкуснотища. Ребрышки, да? Да. Нежные, да, будут? Мягенькие. Ты прям в в казане, да? Конечно.
Масло я 2 бутылки купил. Ну, отлично. Я не знаю, тут, Масло не жалейте. я не знаю, может быть, без риса сделать, чисто так вот ребрышки потушить, мякоть. Есть Да рис. не, рис надо, чтобы Да, такой да. толпу-то. Не. Смотри, тут ребрышек-то сколько. Нормально. Да они уварятся, О, мало да, они будет. сейчас утушатся. Ну, давай с рисом сделаем. Конечно. Типа плова, да, что-то? Нет, это не плов. Ну, просто с рисом. Плов надо делать на улице, в казане, а на костре делать. У меня дома так-то есть казан, он пойдет? Вот, да. Ну, это на улице надо. Ну, весной сделаем, да? Да, как? весной, да. Это рис надо брать, много морковки, красный жир. Баранину привезти надо. Баранина, да, курдючный жир нужен. Обязательно. Плов начинаешь что делать? Перетапливаешь курдючный жир, выбираешь оттуда пожирушки, потом большую луковицу сюда, чтобы вот запах вот этого курдючного жира убрать. Лук он коричневый делается, запах лука уже начинаешь. Потом закладываешь мясо, морковку, рис. Рис хороший нужен под плов специально. Круглозорный, да. Ну, рис тоже могу привезти из Якутска. Ну, естественно. Это весной сделаем, когда тепло можно будет. Вот его много можно наварить, да, и потом это разогревать и есть, да? Ну, он гречку съели. Аж сегодня не съели. Пойдет. Пойдет. Ох, сейчас. Еще шмат сала вытащил. Мясо. Нет, то есть. это уже постное, надо постненького добавить. Не А. пустись. То есть мясо тоже должно быть, Ну да? как же, и ребрышки, и мясо, и мякоть. Ну, вот это уже режется, как конфетка. Что у нас жир? Жир оставим. Вот так порежем. А сколько время сейчас, Игорь? А? Время. Время без 27. Ух ты. Он ночью спит всю дорогу, меня спрашивает, сколько времени? Так у тебя же часы, если мне за телефоном надо лезть в сумку. А я еще не привык к этому часы. Нет, Сколько сегодня... времени? Так у тебя же, говорю, часы. А, точно, раз посмотрел. А, точно. Не, сегодня уже утром все, привыкать начинаю. Сегодня уже утром открывается раз А он на часы. каждый проснется, сколько времени? Часа Ну, мне потому за что телефон. завтрак же разогреть. Телефон я прячу, фиг знает куда. Ясно. Роликсы. Роликс. Да. Ролекс. Новая модификация. А пошел, двойная задобрит и приду. Володька пошел байная задабривать. Пойдем снимать. Пойду снимать, как ты будешь задабривать. Просто туда закидываю все. Нет, надо пожелать, что ты желаешь. Про себя, правильно? Ты должен обратиться к духу огня, чтобы он передал твою просьбу Баянаю. Он так передает, так через дым, понимаешь? Он через дым передает богам. Вот. Духу огня должен. Ты сначала должен попросить у него разреши с тобой поговорить. То есть ты должен попросить, чтобы к нему обратиться. А потом только уже к нему обращаться. Вот. И его попросить, чтобы он передал твою просьбу, и потом задобрить его, сам дух огня задобрить. И все, и он передаст твою просьбу. Надо, чтобы сначала ты видел его. Вы должны встретиться с взглядами. Все. Общаюсь взглядами. И надо уважительно ложить еду, да, как бы. Не бросать, как в пасть, вот, допустим, вот так тебе. аккуратненько ложу. Да, вот так ложишь, да. Так. И наливаешь. О,
Конечно. Все. Сейчас начнет клевать, наверное. Ну, не знаю, как задобрил. Посмотрим. Я старался. Ну, все тогда отлично. Закрываем. Так, теперь надо пролить лунку. Теперь продавай лунку. Ох, у ребят как в бане, друзья. Ну, Жара вообще капитальная. Палатку все равно лунки-то замерзли, пока там сидели. Ну, лунки смерзаются, но они свежие, как бы. Сейчас, чтобы это самое все пролить. Вот, смотрите, вот как в каких условиях приходится людям жить, работать. У тебя печка открыта, и поэтому жара вот, Сейчас подкинуть. она просто кипяток. Эти дрова получше просто, чем те были сырые. Шикардос. Набирается новый. Ну и вот так вот ребята, собственно, набирают, потом опять заливают, набирают, заливают и так всю ночь. Так что, давай. Не всю ночь. С вечера сделал пару раз и все. С утра снизу лунка не сделали. Мы вчера этого не сделали. Моя щука сегодня еле пролезла. Со скрипом на 4 килограмма щука. Вчера не сделали этого. Снизу затягивается лунка и все, и кирдык. Тубы у него отдельно. Вот. Володя, смотри, уже Посмотрите. готовка идет с чесночком, начинаю лук резать. Начинает лук резать. С морковочкой. Чесночком Там у мачка, него готовка. чеснок, да, головку целого чеснока. Игорь, как блюдо будет называться? Оленятина с рисом. По-простому. Ну да. Блин. Ну, лук Игоряне режет Полукольцами. как Ивлев, да? Как бог просто. Можешь морковку закидывать. Игорь, а что у тебя с пальцами? А? Что у тебя с пальцами, они все Вот эти? в шрамах, да? Это щука. Вот то, что в трас-то я засунул. Что, хватит или еще пачку? Решил я проверить пасть, зубы есть или нет. Сейчас жена зубы меняет. Ну, Он решил проверить. Оказывается, не все сменила на зубы. Засыпать, что ты? всю, что ли? Конечно. И второй тоже. И третий. Мы же вдвоем готовим. Семен говорит, морковка не используется, сыпь больше. Битва шефов. А, тут коллаборация шефов идет, Да. короче. Шеф-поваров. О, оленятина с морковочкой, с лучком, с рисом. Ну, я думаю, ребятам понравится. Ой, а запах, аромат идет. Вот где контента надо снимать, а не ваших окуней со щуками дубасить. Вот где главный контент. Так что, Базару нет. все, давайте накладывайте, приятного аппетита, садитесь кушать. Неприятного Спасибо. аппетита. Володь, хочешь сюда поближе на чемодан садись? Я есть не буду, я здесь сяду. Тяните, давай. Сиди здесь. Олежка. Кушайте Олежку. Ну, тем более мясо-то полезное. Где такое? У нас такое мясо, Семен, не купишь нигде. Нигде не купишь оленятинки. Ох, с ребрышками. Вот это красота. Это не Олег, это Олежка. Олежка. Не путайте. Ну, Володь, снимай пробу. Василий, сними. Сейчас все. Володенька. Сначала Володю надо, чтоб снял первым.
Что ты, садись. А, ты здесь будешь есть? Ну, сейчас я ящик передвину. Если выживет, Да, а я с остальные Васильевичем будем. сижу. Да. А мы здесь посидим. А, куда ты, говорит, столько наварил? Сейчас посмотрим, куда. Чай баду. Ну, Ну, подождем. Пусть ребят поедят сначала. я ему для одного столько готовлю, а ты говоришь, куда столько? Пусть ребят поедят, да? Да. А потом мы поедем. Ну, а ты накладывай себе ешь. Да не, я Вот подожду. сейчас его прям в корыто накладывай. Да я подожду, пусть ребят поедят, наедят. Да какая разница? А все, что осталось... Осталось тебе, да? Да, останется. это мне. О, рис разбух, красота. Ты опять накидался полную тарелку. Ну, ешь. Не знаю, вывезу, не вывезу. Ну, учись его возить. Как посудишь, да? Ты должен это вывести. А то, блин, сковородочку сделать. Что там сковородка, блин? Сделал так сделал, чтобы люди ели нормально. Да, для людей. Для людей, да. Всем Мне приятного девчонки аппетита. были рубали, дай бог, блин. Ну, Не даже похлеще. отказывались никогда. Причем все ели. Все ели. Ну что, Володь? По соли как? Отлично. Перец, Ну, как вроде- перец. Ну, вроде мы с главным поваром страны пробовали. Чесночок. Пробовал на соль, сказал нормально. Все есть. Чесночок целую головку нарезал туда. Ну как, Семен? Контент. Контент. У нас Семен, как всегда, у нас любимое слово Семен. Что говорит, Игорянь, контент? Я говорю, ну а как без контента-то? Он говорит, контент. У нас уже с ним любимое слово, Семен тоже теперь стал контент. Он не говорит вкусно. Слово контент, значит все понятно, нормалек. Денис, Контент. Толя. О. Все, Все, все сказали все вкусно. Значит, можно есть. Остался вердикт директора. Да, Вячеслав Васильевич, ваш вердикт. Пробуйте. Сейчас попробуем. Давай. По-моему, Семен, по-моему, с таким мясом любой гарнир пойдет, да, с такой дичью, блин. Что не сделай, гречку, рис, макароны, блин, все вкусно. Ну, а я, Ну, друзья, вот такое от него ваша тема. и всегда знаю, что Игорь плохо не приготовит, поэтому сразу говорю, что вкусно. Но есть не буду. Ну, конечно, сейчас поем, но это писать не буду. Вот улов за вчерашний день, друзья. Вот. Сегодня мы проснулись, 52 градуса. Присутствует такой вот небольшой ветер. Южный, метра 2, наверное, в секунду. Семеновича палатку он туда поставили. Ребята себе тут бурят вовсю. Сейчас я вам покажу, чтобы не быть голословным. Не знаю, она тут внутри лежит. Под этим заходом. Сейчас вытащим. Минус 50 еще потеплело днем. Во. Так, друзья, идем снаружи в ту палатку. Сейчас я вам покажу, что такое минус 50. Вот это да. Адский холод испытываю я. Ребята тут сидят, палаточки рыбачат, не торопится никто. Ну а мы, собственно, торопимся. Глянуть взял для автономки. Вот, смотрите, как автономка кирогазит.